В центре устройства находится радар, который сканирует окружающую обстановку. Такая конструкция позволяет фиксировать дорожную ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля. Причем работает система как в движении, так и в припаркованном состоянии. Аппаратно-программный комплекс «Автоураган МС» разработали в компании «Технологии распознавания». Компания «Технологии распознавания» более 15 лет занимается, собственно, и разработкой, и проектированием комплексов фото-видеофиксации. В нашем, скажем так, наши разработки — это и стационарные комплексы, и контроль перекрестков, парковок, то есть весь набор видов нарушений. Вот всеми нашими комплексами можно говорить о том, что мы можем контролировать не менее 40-50 нарушений всевозможных, разными комплексами. И весь опыт вот этот 15-летний, он воплотился, собственно, на самом деле именно в этом комплексе. Камеры балки могут фиксировать практически все виды нарушений ПДД. От заезда до стоп-линии, до проездов по выделенным полосам, неправильных разворотов, перестроений и стоянки под запрещающими знаками. В том числе и превышение скорости при движении автомобиля в пределах 70 метров и 6 полос. Кроме того, такое устройство может выявлять машины с неоплаченной парковкой. Еще одна потенциальная возможность комплекса – проверка всех попавших в объектив автомобилей по базам розыска. Если данный прибор нам покажет транспортное средство, которое внесено в вот эту базу по розыску, там уже либо сами инспектора будут принимать по задержанию транспортного средства, либо уже передадут по радиостанции другим нарядам. Инспекторы ГИБДД могут следить за обстановкой вокруг с помощью планшетов. Так, картинку с камер можно передавать на мобильное устройство, которое крепится в салоне патрульного автомобиля. В него смогут одновременно смотреть оба инспектора. Обе стороны. Я понял, сейчас переприменил. В Якутии с 2017 года проведена большая работа по увеличению комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с 53 до 154 единиц. Благодаря принятым мерам удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, в республике намерены добиться ключевого показателя национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2025 года, сократив тяжесть последствий ДТП в 3,5 раза в сравнении с показателями 2017 года. У нас в основном фиксируются именно дорожно-транспортные происшествия именно на автомобильных дорогах федерального значения. Там есть большие тяжести, есть резонансные ДТП. А в одном ДТП, например, 3-4 именно погибших. Чтобы именно этого не было, мы именно хотим привести именно для нужд ГИБДД именно такие комплексы. Новый комплекс будет тестироваться в столице республики на протяжении 2 недель. Затем и другие автомобили планируют оборудовать камерами. Зона работы будет расширена по всей Якутии. Кристина Якупова, Дюлус Накентьев, Якутск.